В Осетии много женщин, которые посвятили себя служению науке и родине. Среди них особое место занимает первая женщина-этнограф, заслуженный деятель науки Южной Осетии, кавалер Ордена Почета и доктор исторических наук Зинаида Гаглоева. В фойе Юго-Осетинского государственного университета в честь Зинаиды Гаглоевой организована выставка. Здесь представлены материалы, показывающие и рассказывающие о ней как уникальной в своей области ученой, оставившей после себя огромное наследие знаний и открытий. Выставка организована руководителями Фонда культуры имени Аслангирия Галати семьи Гаглоевых. Зинаида Давидовна была сталинской стипендиаткой этого славного заведения. И мы рады, что вот благодаря тому, что при поддержке президента, поддержке фамильного совета Гаглоевых, поддержке, конечно, Юго-Осетинского научно-исследовательского института, где Зинаида Давидовна проработала более 50 лет заведующим отделом истории и этнографии. И это были настолько успешные годы, что часто в этом нашем городе, небольшом городе Цхинвале, тогда еще и Сталинире, происходили часто выездные сессии Академии наук СССР. Действительно, это были просто славные годы, и я очень надеюсь, что вот такие вот мероприятия, выставки, касающиеся выпускников ЮГПИ тогда и сейчас ЮГУ, будут мотивировать студентов и увлекать их на трудный, но очень достойный путь науки. То, что мы сегодня открываем выставку, посвященную Гаглоевой Зинаиде Давидовне, это важно, потому что она, как в свое время видный ученый, оставила большое научное наследие. Вот. И самое главное, что я хотел отметить, охарактеризовывая эту великую женщину, она оставила после себя многих учеников, которые потом в последующем стали кандидатами и докторами наук. Это очень важно. Этого нам сегодня, к сожалению, не хватает, потому что не каждый видный ученый, которыми сегодня тоже располагает наш университет, и у них не каждый видный ученый после себя оставляет достойных учеников. Хотелось бы сказать вам огромное спасибо фонду Галатии, фонду содействия и вам, Лена Павловне, Андрею Николаевичу, за пропаганду, за популяризацию не только Галатии, но и Зинаиды Давидовны тоже. Так что берите пример. Учитесь, добивайтесь, достигайте этих высот. У вас все условия здесь созданы благодаря вашему ректору. И двигайте науку Южной Осетии. Выставка открылась именно в стенах университета, и наши студенты имеют возможность увидеть жизненный путь настоящего человека, увидеть, каким может быть судьба человека, который посвятил себя науке. И я сейчас говорю не только о Зинаиде Давидовне, но и о всех ее предках. Лена Павловна рассказала об истоках этой знаменитой семьи, но вы должны знать, что и сейчас эта семья дала очень ярких представителей современности для Южной Осетии. Это и Роберт Хазбиевич, который директор научно-исследовательского института. Это и Наталья Константиновна Гассиева, которая была министром образования. Это настолько интересная семья, которая дала столько интересных личностей. Боюсь кого-нибудь забыть, поэтому дальше перечислять не буду. Эта семья действительно в какой-то мере определяет судьбу Южной Осетии. И почему я так много об этом говорю? Я хочу обратиться к молодежи. Станьте родоначальником такой фамилии, такой семьи, чтобы про ваших правнуков, про ваших праправнуков потом вот так говорили, и чтобы они также могли внести какой-то свой яркий вклад в развитие нашей родной республики. Очень важно, что вы эту выставку нам здесь организовали, и спасибо вам еще раз большое. Ректору ЮОГУ был передан альбом о жизни и деятельности Зинаиды Гаглоевой. Впечатления только положительные.
Хочу выразить огромную благодарность организаторам данного мероприятия. Очень приятно, что в стенах университета проводятся подобные мероприятия, потому что Зинаида Гаглоева, это, как мы все знаем, это известный историк, первый доктор исторических наук из Осетии. И я надеюсь, что в недалеком будущем все больше и больше будет проводиться подобных мероприятий.